Слово предоставляется Организации «Права и свободы туркменских граждан». Прошу вас. Выборы в Туркменистане нельзя назвать ни свободными, ни демократическими. С момента смерти Ниязова выборы в Туркменистане проводились 3 раза. Кандидатов в президенты, за исключением действующего президента Бердымухамедова, никто не знает. Они возникают из ниоткуда и уходят в никуда. Все выборы происходят по одному и тому же сценарию. Людей заставляют приходить на избирательные участки. Врачи, учителя, я не говорю уже о сотрудниках спецслужб, контролируют приход избирателей на участки. Более того, если из одной семьи какой-либо член семьи отсутствует на выборах по каким-либо причинам, то родственников заставляют голосовать, и голосовать, естественно, за действующего президента. То есть ни о какой свободе выборов речи идти просто не может. Несмотря на непризнание выборов международным сообществом последних выборов 2017 года, Бердымухамедов продолжает свою политику установления монархии в стране. То есть сейчас паломники, которые вернулись из Мекки, делают телевыступления с просьбой об избрании Бердымухамедова пожизненным президентом.